У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Гісторыя спажывецкай кааперацыі Віцебшчыны пачала свой адлік больш за 130 год таму. На прадпрыемствах спажыўсаюза в обласці заняты сёння больш за 5000 чалавек. Чым жывуць сёння кааператары, якія пераўтварэнні перажывае гэтая сфера дзейнасці зараз і што ў бліжэйшых планах? Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Спажывецкая кааперацыя ў першую чаргу гэта разгалінаваная сетка аб'ектаў гандлю і разгорнутая на пераважна ў невялікіх населеных пунктах. А колькасць вясковага насельніцтва, як вядома, у вобласці паступова змяншаецца. Адсюль праблемы, якія перажывае сёння галіна. На долю потребительской кооперации приходится порядка 5,5% всего розничного товарооборота в области. За 9 месяцев текущего года розничный товарооборот по системе составил 193 миллиона рублей. Вынуждена констатировать, что на протяжении последних 5 лет Витебскому облпотребсоюзу не удается преодолеть негативную тенденцию падения удельного веса в объемах продаж. И за указанный период он сократился более чем в 2 раза. Несмотря на это, потребительская кооперация области остается вторым сетевым оператором и основной торговой сетью на селе. В настоящее время на территории сельской местности функционирует 566 магазинов. Это порядка 54% от всех магазинов на селе. В общем, при положительной динамике развития торговой инфраструктуры в области торговая сеть на селе постоянно сокращается. И только за 2018 год количество магазинов потребительской кооперации в сельской местности сократилось на 117 единиц, а за 9 месяцев текущего года уже на 42. Закрытие торговых объектов в сельской местности, конечно, обусловлено объективными причинами. В первую очередь это сокращением обслуживаемого населения. А в то же время у нас более 70% сельских населенных пунктов, в них проживает менее 50 человек. А средняя протяженность маршрутов автомагазинов в отдельных населенных пунктах составляет порядка 180 километров. Вот все это делает работу субъектов торговли низкорентабельной, а зачастую и убыточной, и, соответственно, непривлекательной для бизнеса. В целях повышения эффективности работы потребительской кооперации и улучшения качества обслуживания сельского населения в 2018 году решением Витебского облсполкома был утвержден план соответствующих мероприятий, который в настоящее время реализуется потребительской кооперацией согласно установленным в нем срокам. Мы ни один населенный пункт Витебской области не оставили без нашего внимания. На сегодняшний день более 80% населенных пунктов это с числом жителей до 50 человек. Понятно, что с такой плотностью населения очень трудно вести бизнес, но несмотря на это, потребительская кооперация на сегодня справляется полностью со своими задачами. Для того, чтобы вести эффективный бизнес, нам приходится сегодня укрупняться, потому что более крупному ритейлеру сегодня гораздо проще выжить в этих экономических условиях. Да, на сегодняшний момент мы скажем так, что за последних 2 года мы сегодня объединили ряд потребительских обществ в одно. Но этот процесс, он, скажем так, на сегодняшний день не заканчивается. У нас создано областное потребительское общество, которое уже практически с января месяца будет действовать как единый оператор. В него войдут 11 райпо, с которых мы потом сделаем 7 филиалов, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Витебской области. Да, понятно, учитывалась специфика региона, направленность потребительской кооперации, где более сильные стороны того или иного региона. Это все, конечно же, учитывалось. Мы старались при этих процессах, конечно, сохранить тот максимум, который на сегодня можно. Потому что практически наши потребительские общества, они однообразны в своей деятельности. Но есть, в каждом регионе есть своя изюминка. У кого-то лучше получается промышленность, у кого-то лучше получается торговля. Там все зависит тоже от того населения, в котором эти все бизнес-процессы как бы идут. Поэтому с учетом вот этих вот всех моментов, скажем так, мы концентрировали все наши лучшие стороны для того, чтобы действительно потребительская кооперация стала лучше. И самое главное, чтобы и было жителям тех или иных регионов было лучше от нашего обслуживания. У малых населеных пунктах прыходзіцца адмаўляцца ад стацыянарных крам. Але гэта не значыць, што мясцовае насельніцтва застаецца без гандлёвага абслугоўвання. У кожную самую аддаленую вёску мінімум 2 разы на тыдзень прыязджае мабільны магазин. Амаль штодзень у вобласці ў дарогу адпраўляюцца 119 аўталавак спажывецкай кааперацыі. Маленькие магазины в населенных пунктах, они, конечно же, не рентабельны.
Сегодня проще эти проблемы мы закрываем, конечно же, автолавками. Это гораздо более эффективно, это с меньшими затратами. Но при этом, несмотря на то, что это выездная торговля, качеством своим обслуживания мы полностью удовлетворяем сельского жителя. Асартымент аўтамагазіна даволі разнастайны. Але ў кожнага спажыўца свае запыты, таму супрацоўнікі імкнуцца ўлічваць пажаданні пакупнікоў незалежна ад месца жыхарства. Автолавка – это очень хорошая вещь для нас, пенсионеров. Мы в деревне здесь все пенсионеры. Ассортимент автолавки очень хороший. Все, что нужно, необходимое, все есть. Если нет, можно заказать, и в следующий раз они привозят. Все есть. Продавец очень хороший, вежливый. Такие вот улыбчивый, всегда подскажет. Она уже знает каждого человека в деревне, она уже знает, кто что берет. Она нам подскажет, вот у меня это есть, может, это я привезла. Пожалуйста, можете взять. Люди благодарны ей за это. Ну, поэтому для пенсионеров это очень хорошо, что не надо никуда ходить. А то если туда ходить, надо где-то 2 километра. А не каждый может дойти. У буйных населеных пунктах сённяшні магазин мала чым нагадвае тую сельскую краму, што можна было ўбачыць яшчэ год 5-10 таму. Зараз гэта сучасныя гандлёвыя кропкі з асартыментам не менш багатым, чым у горадзе, які і абнаўляецца пастаянна. Все распродается очень быстро. Хорошо, покупают люди. Приходят, спрашивают, например, какой-то товар. Мы стараемся заказывать. Вот. Если много расходится быстро, это стараемся больше в количестве. Мясная продукция тоже часто, 2 раза в неделю. Смотря какой мясокомбинат привозит. Вот. Молочная тоже продукция каждый день, хлеб каждый день. Остальное, как по заявкам, как расходится товар. Продукты, которые необходимы, мы вновь заберем. Магазин у нас хороший, заведующая хорошая. Всегда все в ассортименте есть, то, что нам нужно. У меня муж любит рыбу, я всегда здесь покупаю рыбу, селедку. А так все идет: молоко, сметана, сыр. Капусту я закупила, кислую уже. Сами еще не сделали, так вот купила. Сучасныя тэндэнцыі арганізацыі гандлю актыўна ўкараняюцца сёння і на гандлёвых аб'ектах спажыўкааперацыі. После того, как мы приняли этот магазин, естественно, в системе потребительской кооперации реализуется программа по созданию брендбука. То есть этот магазин брендированный. То есть максимально открытая выкладка для удобства покупателя, чтобы каждый человек мог понять, что называется, потрогать тот товар, который хочет купить. Плюс параллельно активно проводим работу или, скажем так, учитываем специфику нашего населенного пункта. Это Лужесна, где представлено довольно большое учебных заведений. Соответственно, в утренние часы наш основной покупатель – это, естественно, студенты. Вот. И мы, как предприятие, учли этот момент. То есть продукция общественного питания наша привозится все время к моменту наступления, что называется, перемены. То бишь, чтобы дети могли спокойно прийти к нам, купить все, что нужно, причем свежее, практически не греем. Почему? Потому что буквально из печи продукция поступает сюда. У нас здесь, пусть и сельский магазин, но приятно слышать от покупателя, что мы не ездим в городские магазины, мы все можем приобрести здесь у вас на месте и, мягко говоря, рядом с домом. Мы довольно часто посещаем этот магазин, мы студенты, чаще всего покупаем выпечку. Очень вкусно, свежо. Главное, всегда есть, и можно что выбрать, выбор есть. Быстрое обслуживание. Да, быстрое обслуживание очень, да. Нам, в принципе, все нравится очень, на самом деле. В любое время можно забежать, и все есть, в принципе. Все, что надо студентам. И канцелярия есть, например, сбежал, там тетрадь, если не надо. То, что на почте не надо ждать большую очередь не надо ждать, все есть, в принципе. После того, как Полоцкий рынок взял этот магазин, очень хорошо стало. Все есть. И от и до, И промтовары, и моющее, чистящее, порошки, и продукты, хлеб свежий всегда. Полуфабрикатов много, дома не надо заморачиваться сильно.
Пришел, разогрел, поджарил. Не абмінулі ўвагай кааператары і аб'екты прыдарожнага сэрвісу. Невялікія па плошчах шматфункцыянальныя кропкі можна сустрэць на многіх магістралях вобласці. Яны сумяшчаюць у сабе гандлёвы і аб'ект грамадскага харчавання. Постоянно ездим на этой трассе, и это один из лучших магазинов, который вот расположен. Тут всегда можно вот и горячее поесть. Вот. Ну, не знаю, мне очень он нравится. Звыклыя раней магазины кулінарыя сёння таксама істотна змяніліся. Цяпер гэта ўжо 4 ў адным. Кафэ, дзе можна перакусіць, кавярня з дзесяткам гатункаў духмянага напою, уласна кулінарыя, а яшчэ і магазин самообслуговывання. Раньше наш магазин «Кулинария» работал по типу обслуживания покупателей через прилавок. В данный момент мы совмещаем и самообслуживание, и продажу товаров через витрины. В магазине работает 4 продавца. Ежемесячный товарооборот составляет 30,5 тысяч рублей. По сравнению с периодом до ремонта, до 2018 года, наш оборот составлял где-то в пределах 20-21 тысячи рублей. На данный момент он увеличился на 15-20%. Працуюць у сістэме спажыўкааперацыі і кафэ ў класічным разуменні. А на гэтым рынку сёння даволі шчыльная канкурэнцыя. И каб быць на плаву, трэба трымаць высокую планку. В этом кафе у нас представлено большое количество продукции собственного производства, которую мы вырабатываем. Большое количество, часто мы меняем обеденное меню для того, чтобы человек имел право выбора, он мог прийти, заказать себе то, что ему более приемлемо. Комплексные обеды у нас постоянно здесь проводятся, 2 вида комплексных обедов. Мы его периодически меняем для того, чтобы он не повторялся, чтобы сегодня я пришел, попробовал что-то одно, завтра я пришел, попробовал что-то другое. Мы работаем с многими поставщиками, проблемы с завозом товаров у нас не существует, то есть мы готовы клиенту предоставить в любое время тот товар, который он желает видеть в нашем объекте. Посетителей очень много, обслуживание нас устраивает, быстро, вежливо, культурно и приготовление пищи на высоте. С друзьями только здесь посидеть, пиццу покушать, мороженое, просто посидеть даже. Так склалася, што сістэма спажывецкай кааперацыі Віцебшчыны развівалася нераўнамерна ў розных рэгіёнах. І сёння вядзецца работа рэарганізацыі галіны. Сегодня ситуация по регионам, она неоднозначная, но для чего делается вот это крупное объединение для одного ритейлера? Это прежде всего, чтобы действительно мы могли правильно распределить все свои усилия и равномерность и товарной массы, и равномерность обслуживания, и равномерность денежных потоков, которые будут распределяться на все регионы. Потребительская кооперация в разных регионах представлена по-разному. Понятно, это зависит прежде всего от доходности населения. У нас есть регионы, где с более высоким доходом, это связано, может быть, с углубленной промышленностью, расположенной в тех или иных регионах. Есть менее доходные районы. Те моменты преобразования, которые у нас сегодня будет, нам позволят сегодня снивелировать вот эту вот грань и насыщение наших торговых прилавков, и в целом этого обслуживания населения, ввиду того, что, понимаете, мы будем выступать как единый оператор. Сегодня более лучшие регионы, это, конечно же, это можно назвать сюда Лепель, Бешенковичи, западные регионы, Поставский регион, Докшицкий. Это наиболее крупные и считаются, наверное, ядром потребительской кооперации Витебщины. Есть немного и отстающие районы, но эти отстающие районы, они уже сегодня под патронажем вот этих крепких районов. То есть за последних 2 года мы практически смогли перезаместить наше присутствие вот этими крепкими операторами. И при этом, скажем так, по отзывам население осталось довольно. Акрамя гандлю і ўтрымання аб'ектаў грамадскага харчавання, спажыўкааперацыя займаецца нарыхтоўкай сельгаспрадукцыі ў насельніцтва. Ёсць у сістэме і прамысловыя аб'екты. Пра гэта мы пагаворым у наступным выпуску нашай перадачы, а таксама падрабязней раскажам, якія рэформы зараз праводзяцца ў спажыўсаюзе вобласці. На сайте телерадыёкампаніі Віцебск vtv.by можна знайсці усе выпускі нашай праграмы, а таксама тэмы, якія рыхтуюцца да эфіру. На электронны адрас мы чакаем вашых прапаноў. Сюды ж дасылайце пытанні службовым асобам па той ці іншай тэме. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!